Мне вот, например, сейчас этот ковид очень сильно на нервную систему дал. Я вообще какая-то невменяемая была пришла. А здесь как-то стало мне сразу спокойно. Марьям Пугоева находится под наблюдением врачей со дня открытия нового отделения. Повышенная температура, рвота после каждого приема пищи. Так длилось неделю. Все началось после приезда супруга из Москвы, а потом в больнице оказались все члены семьи. Дети болеют в легкой форме, а родителям пришлось сложнее. Медики оказали оперативную помощь. Они приходят по любому зову. Вот у меня ночью был приступ сегодня. Вот они все стояли, эти 2 часа около меня не отходили. Что еще нужно для больного человека? Про само отделение что бы сказали? Вы знаете, благоустроено, здесь прохладно, хорошо. Отделение перепрофилировали из терапевтического в ковидное. До этого на первом этаже принимали участковые педиатры. На втором было оборудовано 30 коек. Сейчас весь блок переведен под красную зону. 60 мест для ковидных больных, 39 из них с подведенным кислородом, без реанимационной. Для врачей отдельные зоны. В начале смены в одной надевают противочумный костюм, а после в другой переодеваются. У нас 3 бригады, в каждой смене по 2 врача, по 5 медсестер и по 1 санитарке и раздатчица. В принципе, то, что необходимо больным, все на данный момент у нас есть в должном количестве. Вот что за оборудование, препараты? То, что в первую очередь нам необходимо, это ЭКГ-аппарат, УЗИ-аппарат, кислород, который нужен больным, и препараты, все это есть. Сразу 2 новых пункта в Кантышево и Малгобеке открыли по поручению главы региона. Во втором оборудовано 120 коек для больных. Число заболевших ковидом растет. Если неделю назад статистика показывала чуть больше 10 зараженных в сутки, то сегодня отметка больше полусотни. Доп. Отделение поможет снять нагрузку на врачей. Сюда приезжают жители Кантышева, Далакова и Гайербек-Юрта. Хоть отделение открыто всего несколько дней назад, работы для врачей хватает. 14 пациентов, которым нужен постоянный уход, 5 заболевших на кислородной терапии, 5 инфицированных старше 60 лет. Последние больше всего противятся обращаться к врачу, выбирают самолечение. Чем вы лечились? Как лечились? Ну, лекарственно. Можешь, похудешь. Руку ложишь, Бога тешь. Вы вначале не подозревали, что у вас ковид, да? Я не подозревал, потому что признаков не было. А потом, когда, значит, головные боли пошли, потливость, уже было очевидно, что, значит, надо лечиться. Если вовремя не начать лечение и не получать необходимое лечение во время болезни, то высока вероятность и риск инфарктов, инсультов. Повышенная температура, одышка, слабость – признаки коронавируса, напоминают медики. При появлении хотя бы одного настоятельно рекомендуют обратиться к терапевту. Хава Газикова, Магомед Шаухалов. Новости 24.